Международный образовательный форум «Горизонты-2023» объединил туроператоров, ательеров, предпринимателей, представителей различных профильных ведомств, ученых и экскурсоводов, в общем, специалистов в области туризма и образования из Абхазии и России. К участникам форума с приветственным словом обратился посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Очень рад приветствовать всех собравшихся на сегодняшнем форуме, и гостей, и организаторов, и профессионалов туристической области. Для всех, для нас понятно, что это очень важная отрасль, дающая большой доход в бюджет республики. И одновременно это очень важная отрасль для Российской Федерации, потому что с каждым годом все больше и больше российских туристов посещают вашу прекрасную республику для отдыха, и многие даже для лечения. Одним из итогов форума должно стать формирование благоприятных условий для инвестирования в различные проекты, развитие детского, тематического, спортивного туризма. Налаживание контактов – одна из самых главных целей форума «Горизонты-2023». Мне кажется, такое почти райское место для меня на земле, потому что я много раз здесь бывал. И мне кажется, что обилие моря, солнца, гостеприимных людей, очень вкусной еды и всего остального, просто делает неизбежным поездки сюда, большого количества туристов. И в том числе туристов, школьников, туристов, которые как раз могут с самого детства впитать эту атмосферу замечательной страны и понять, как, в общем, завести здесь себе новых друзей на будущее. И мне кажется, что как раз такого рода обмены, школьные обмены, привоз сюда подростков и, может быть, студентов, абитуриентов, это все как раз позволяет укрепить контакты между людьми. А нет ничего важнее, чем как раз вот эти самые контакты, потому что политика – это хорошо, дипломатия – очень хорошо, но на самом деле отношения между странами делают вот эти человеческие контакты. Идея провести международный образовательный туристический форум возникла у представителей Россотрудничества, Минтуризма и Министерства просвещения Абхазии. В рамках мероприятия специалисты проведут мастер-классы, круглые столы, лекции, обсудят организацию детского образовательного отдыха. Нас, конечно же, интересовали тематические лагеря, поэтому в рамках этого форума вам будет представлена и программа и IT-направления, такие как мобильные технопарки. Ну а для того, чтобы это не ограничивалось, собственно, только городом Сухумом, мы решили провести это в рамках, я бы не сказал всех городов, но тем не менее и в Гагре, и в Гудауте, и в Сухуме у нас пройдут и тематические площадки, и круглые столы, мастер-классы и для ательеров, и в том числе для ребят профориентационные мероприятия с тем, чтобы они по-другому, а может быть по-новому посмотрели на профессию, на эту профессию. В этом году намечены планы сотрудничества с Республикой Башкортостан в сфере развития детского оздоровительного отдыха. Совсем недавно, когда мы приглашали коллег из Башкирии, министр образования и науки Хажин Айбулат Вакиевич посетил образовательное учреждение города Очимчира. Там мы определили базу летнего отдыха для детей из Башкирии. Уже в этом году, этим летом, около 800 человек смогут приехать в республику, отдохнуть и получить новые знания. Конечно же, отдых, как уже подчеркнули мои коллеги, должен быть совмещен с полезными занятиями для детей. Мы этому уделяем особое внимание, потому что все-таки лето должно быть такой средой и временем для развития потенциала ребенка. Мы будем приглашать лучших педагогов, лучших учителей, лучших вожатых на эти мероприятия. Я надеюсь, что этот проект, первый с Башкирии, будет этому свидетельством. Министр туризма Теймураз Хижба отметил, что в Абхазии всегда рады гостям, подчеркнув, что туристов в стране с каждым годом становится все больше. История туризма не только Абхазии, но и в прошлом Российской империи началась именно с города Гагра, тогда, когда в конце XIX века было принято решение на имперском совете создать курорт, который походил бы на Ниццу и Монте-Карло. И был построен город с нуля, город Гагра. С этого началась туристическая история Абхазии. И, между прочим, хочу отметить, что первые учреждения на юго-западе Абхазии, учреждения просвещения,
были построены тоже принцем Александром Петровичем Ольденбургским. То есть здесь мы находим общую грань между туризмом и образованием. Хочу особо поблагодарить руководство Россотрудничества, потому что именно они были инициаторами сегодняшнего форума. Туристическо-образовательный – это больше про туризм или больше про образование? Мы пришли к идее, что это больше про мировоззрение. Говорили о безопасности, главном аспекте хорошего отдыха. И дай Бог, чтобы в нашей стране абхазской мы смогли проявить вот это абхазское гостеприимство. Не на словах, а на деле. Человек нуждается в защите. Когда он приезжает сюда, мы прекрасно знаем исторически, как мы относимся к гостям. А здесь, если гость еще, он тратит какие-то материальные блага, надо обеспечить ему безопасность. И вот самое главное, наше государство должно быть гарантом безопасности этого человека, который приехал сюда к нам. Среди участников форума педагоги, представители управления образования города Сухум и профильных колледжей. Подготовка рабочих кадров в Сухумском государственном колледже ведется по 8 направлениям. Это технические специальности, экономические, гостиничный сервис. Я остановлюсь на последнем. По гостиничному сервису мы готовим менеджеров среднего звена. Наш колледж подготовил по этой специальности с 2014 года. Международный туристический образовательный форум «Горизонты-23» способствует установлению дружеских отношений между учащимися образовательных школ города Сухум и городами России. Молодежная культура интернациональна, желание общаться выше языковых преград государственных границ. Язык спорта, туризма, искусства близок и понятен молодежи наших стран. По словам Таркил, установление и развитие международных контактов – одно из важнейших направлений деятельности управления образования. Работа в этой сфере строится на основании партнерских отношений между администрацией Сухума и городами-побратимами Краснодаром, Нижним Новгородом, Тамбовом, Брянском, Казанью. В первый день форума участники обсудили реализацию программы гражданско-патриотического и молодежного туризма. Говорили о трендах, о новых маркетинговых инструментах, об истории детского отдыха и перспективе его развития в Абхазии и о многом другом. Международный образовательный форум «Горизонты-2023» завершится 28 апреля. Следующие 2 дня эксперты будут проводить профориентационные лекции и мастер-классы для экскурсоводов и учащихся школ. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.